Приветствую вас, я здесь для того, чтобы передать послание от Бога. Он поручил мне сообщить вам, что сегодня вечером в вашей жизни произойдет нечто необычное. Бог придает большое значение тому, чтобы вы внимательно отнеслись к этому посланию. Очень важно, чтобы вы не пропустили его, так как пренебрежение им может привести к раскаянию. Значение того, что произойдет через несколько часов, невозможно недооценить. Убедительно прошу вас сохранять максимальную конфиденциальность в этом вопросе. В свое время я присоединюсь к вам в молитве, призывая благословение на предстоящие события, которые должны произойти в вашей жизни. Умоляю вас, не отмахивайтесь от этого. Давайте вникнем в содержание Божьего послания к вам. Божественное послание направлено к вам, в котором сообщается, что неожиданное благословение огромного масштаба находится на грани того, чтобы осчастливить ваше существование. Вскоре вы поймете, почему необходимо воспитывать в себе терпение, смирение и веру. Редчайшее и необыкновенное чудо находится на пороге материализации. Все, что требуется, это предвкушение. Вот-вот произойдет прилив сил, и ваш путь изменится к лучшему. Ваш путь готовится к обновлению, которое вознаградит ваш недавний рост глубоким и приятным образом. Сохраняйте бдительность и внимательность, сохраняя это видя как свидетельство благословений, которые вот-вот появятся в вашей жизни. После этого послания не бойтесь, ибо вашей жизни суждено измениться. В комментариях напишите «Я принимаю» или «Я верю», чтобы выразить свое согласие с тем, что вас ожидает. Ваше присутствие здесь уже является благоприятным знаком, и вы входите в число избранных, чтобы получить это благословение. Я выражаю свою благодарность Богу за то, что Он выбрал именно вас. Ваша душевная и духовная стойкость растет, и все, что происходило до сих пор, способствовало вашей эволюции и раскрытию вашей внутренней силы. Помните, что ваша стойкость поразительна, и никакие силы не смогут помешать вам. Бог хочет, чтобы вы осознали, что борьба идет не за вас, а за Него. В минуты отчаяния, когда возрождение кажется непреодолимым, вспомните, что ваша сила исходит от Него. Никогда не сдавайтесь, потому что Его планы относительно вас одновременно замысловаты и внушают благоговение. Каждое препятствие, которое вы встретите, будет преодолено, освещая ваш путь с каждым днем все яснее и яснее. Позвольте мне передать вам божественную уверенность в том, что сегодняшний день таит в себе потенциал для чудесных событий. Примите это понимание, сегодня в вашей жизни произойдет положительное событие. Придет исцеление, и ваши мольбы будут услышаны. Перед вами откроются новые возможности и новые пути. Приготовьтесь, ибо приближается то, о чем вы горячо молились. Ключи к вашим желаниям скоро окажутся в ваших руках. В случае возникновения ситуаций, не зависящих от вас, будьте уверены, Бог управляет событиями в соответствии со своим божественным планом. Звездочка, звездочка в качестве выражения веры наберите Псалом 23, чтобы найти стих, который перекликается с этим посланием звездочка. Продолжая движение вперед, помните, что Бог окружает вас своей непоколебимой любовью.
В условиях жизненной неопределенности твердо помните, что вы безмерно любимы. Чудеса готовы раскрыться, и, идя вперед, доверьтесь божественному времени Творца. Ваши шаги направлены, ваш путь освещен светом веры. Овладейте этим откровением, ибо оно способно преобразить вашу жизнь. Через приливы и отливы ваша вера останется непоколебимой. В объятиях Божьей благодати вы будете готовы преодолевать, процветать и участвовать в чудесах, которые вас ожидают. Звездочка, звездочка, для получения стиха, наполненного силой и надеждой, введите Исайя 40:31. В минуты сомнений вспомните это священное послание. Вы избраны, вы ведомы, вы окутаны божественной благосклонностью. Приняв эти истины, вы шагните в будущее, полное благословений. Доверьтесь грандиозному гобелену, сотканному Творцом, и с непоколебимой верой вчитывайтесь в каждую разворачивающуюся главу. Чудеса готовы расцвести в вашей жизни, охватывая все, что необходимо для роста, трансформации и окончательной самореализации. Доверьтесь Божьим обещаниям, ведь они безграничны, а Его любовь к вам не знает границ. Дорогой, друг, с величайшей уверенностью я делюсь с тобой этими словами. Бог в своей бесконечной мудрости и провидении организует события за кулисами даже сейчас, когда мы говорим. Будьте готовы к новостям сегодня, потому что Всемогущий активно вмешивается в ваши дела. Его усилия в ваших интересах непоколебимы и решительны. Верьте, что для вас открывается удивительная дверь, не похожая ни на одну другую, даже если вы еще не стучались в нее. Благословения, которые вот-вот войдут в вашу жизнь, будут просто поразительными. Пожалуйста, напишите цифру 23 в знак вашей веры и готовности получить обильные благословения, которые Бог приготовил для вас. Сохраняйте твердость сердца и непоколебимое упование на Бога. Он соткал для вас чудесные планы, превосходящие воображение и поражающие великолепием. Давайте задумаемся над словами Иисуса Христа, нашего Господа, дающего вечную мудрость и наставление. Дорогие дети, я хочу соединиться с вами сейчас, чтобы напомнить вам о глубокой мудрости и безграничной любви, которые пронизывают Вселенную. Положитесь на божественный план, приведенный в движение вашим Создателем. Напечатайте слово «благодать», символизирующее вашу открытость к получению Божьей благодати, которая течет через все аспекты вашей жизни. В условиях неопределенности сохраняйте спокойствие. Поймите, что Его присутствие неизменно и направляет вас с каждым шагом на этом пути. Каждая нить, вплетенная в сложный гобелен жизни, имеет свое предназначение даже в моменты сомнений. Доверьтесь разворачивающимся событиям, ибо Бог работает за кулисами, организуя события так, чтобы они приводили к наилучшему для вас результату. Предайте свои тревоги и страхи в Его руки, ибо тот, кто держит звезды на своих местах, знает путь каждого воробья. Пожалуйста, напишите номер стиха Псалом 46:10, чтобы обозначить свое стремление обрести неподвижность в Божьем присутствии. Слушайте внимательно, ибо я сообщаю эту новость с особой важностью. Благословение огромной важности готово войти в ваш дом.
все было тщательно спланировано и организовано божественной рукой. Впитывай эти слова, дитя мое, и непоколебимо верь в то, что у Бога есть несомненный план для твоей жизни. Этот план насыщен благословениями, ростом и достижениями, которые превосходят ваше самое смелое воображение. Введите слово «надежда», чтобы подтвердить свою веру в будущее, наполненное надеждой, которую Бог предназначил для вас. В огромном космосе вы дороги и незаменимы. Ваши уникальные дары, таланты и опыт вносят свой вклад в великий гобелен творения. Примите присущую вам искру божественности, ибо она отражает любовь и внутренний свет Творца. Когда вас охватывает чувство потерянности или подавленности, вспомните, что его присутствие – это нежный шепот ветра, согревающий луч солнца на лице и тихий голос в сердце. Ищите утешение в его божественном присутствии, ибо он – ваш вечный проводник и опора. Пожалуйста, напечатайте номер стиха Иеремия 29:11, чтобы подтвердить свою веру в Божьи планы на будущее. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность для роста и трансформации. Даже в моменты боли или невзгод Бог старательно формирует из вас человека, которым вам суждено стать. Верьте, ибо Он никогда не возложит на вас непосильную ношу. Каждое переживание – это инструмент в Его руках, формирующий вас с Его безграничной любовью. Приготовьтесь, ведь на горизонте маячат грандиозные перемены. Усилия и преданность, которые вы вложили в это дело, принесут неоценимые плоды. Наберите слово «сила», чтобы призвать Божью силу и мощь на этот преобразующий путь. Ваше путешествие – это шедевр. Магия внутри вас скоро возрастет в геометрической прогрессии. Пользуйтесь настоящим моментом, ведь он быстротечен. По мере приближения к завершающим этапам своего пути вы постепенно поймете, что то, к чему вы стремились, всегда находилось внутри вас. Обретите покой в этой истине, ибо предстоящая глава вашей жизни обещает вечную улыбку на вашем лице и неприходящую радость в вашей душе. Пожалуйста, напишите номер стиха Филиппийцам 4 часа 13 минут, чтобы заявить о своей силе через силу Христа. На этом пути веры пусть эти слова будут для вас маяком вдохновения. Пусть ваше доверие будет непоколебимым, и пусть благословения Божьей благодати и Божьего руководства сияют на вас в изобилии. В основе христианской религии лежит глубокое и вечное послание, посланное Богом. Это послание звучит из глубины веков, давая утешение, надежду и руководство тем, кто ищет его. Среди жизненных испытаний и невзгод важно помнить, что планы Бога на вашу жизнь необычны и далеко идущие. С какими бы трудностями вы ни сталкивались, изливали ли вы свое сердце в молитве или проливали слезы на подушку, знайте, что Бог услышал ваши вопли. Ангелы посланы, чтобы встать рядом с вами, и вскоре вы станете свидетелем чудес, которые развернутся перед вами. В этот момент я со всей ответственностью заявляю, что ваше здоровье заметно улучшится. Медицинские ожидания будут превзойдены, а работа, о которой вы так мечтали, станет реальностью. Помните, что ваша роль в этой божественной оркестровке заключается в том, чтобы действовать и говорить так,
как будто эти благословения уже находятся в пределах вашей досягаемости. Это путь веры, а не просто путь зрения. Ангелы передают вам сегодня особое послание, и если вы идете искренне, то уже находитесь на пути к победе. Верьте в чистоту своих намерений, ибо ваша честность определяет суть вашей сущности, независимо от трудностей, которые могут возникнуть на этом пути. Держитесь за любовь, истину и веру. Не позволяйте ничему погасить яркую жизнь внутри вас. Даже в самые темные моменты свет всегда найдет дорогу к вам. Подтвердите свою веру, заявив: «Я принимаю это слово». Позвольте жизни течь гармонично, отказавшись от привязанности к прошлым обстоятельствам и отношениям. Принятие новых энергий требует освобождения от хватки прошлого. Вы обладаете божественной способностью к воссоединению, воссозданию и омоложению. Пришло время настроиться на настоящее, а не оставаться в плену прошлого. Примите перемены, и если вы нуждались в этом послании, выразите свое одобрение, набрав цифру 17. Это начало новой главы, новая возможность построить жизнь, наполненную радостью и самореализацией. Освободитесь от всех ограничений и откройте секреты жизни, которые дремлют внутри вас. Эти мощные инструменты трансформации находятся в ваших мыслях и убеждениях и ждут, когда их можно будет использовать для вашего улучшения. Каждый день – это подарок, шанс изменить к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Выбирайте с умом, как вложить это драгоценное время. Стремитесь нести добро, дарить любовь окружающим и вверяйте себя божественному руководству, освещающему ваш путь. Преодолевая жизненные препятствия, утешайтесь неизменным присутствием Бога. Страх рассеивается, когда Бог идет рядом с вами, давая возможность преодолеть все невзгоды, которые встречаются на вашем пути. Верьте в это любящее присутствие и черпайте в нем силы. С непоколебимой верой вы обретите стойкость, необходимую для того, чтобы идти вперед, невзирая на возникающие трудности. Будущее многообещающее, а препятствия, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, это ступеньки на пути к светлому завтра. С этой верой в сердце провозгласите свое утверждение, набрав слово «мужество». Ваши шаги будут направлены, дух воспрянет, а вера поможет преодолеть все невзгоды. В объятиях Его любящего присутствия мы обретаем силы, необходимые для продолжения нашего пути с непоколебимой верой и надеждой в сердце. Заглядывая в будущее, мы находим ободрение в осознании того, что нас ждут светлые дни. Благодаря непоколебимой преданности своему делу мы достигаем новых побед и переживаем радостные события. Излучая счастье, мы становимся маяками позитивного вдохновения для окружающих. Благодарность наполняет наши души. Мы бережно относимся к каждому божественному дару и наслаждаемся каждым драгоценным мгновением. Благодаря синергии наших убеждений и мыслей мы строим жизнь, наполненную самореализацией и смыслом. Наше единство в вере в Бога и стремление к распространению добра заставляют нас двигаться вперед по этому пути с непреклонным мужеством и твердой решимостью. Перед лицом трудностей мы готовы к ним, укрепленные уверенностью в том, что Бог идет рядом с нами, сопровождая нас на каждом шагу.
Давайте никогда не забывать о значимости каждого дня и о том, какое влияние оказывают наши добрые дела. Доверяя божественному присутствию, вплетенному в нашу жизнь, мы находим утешение в Божьем руководстве и защите в любых испытаниях. Среди жизненных препятствий помните о своей внутренней силе, ибо Бог наделил вас внутренней стойкостью, позволяющей преодолеть любое препятствие. Примите веру в себя и глубокую силу божественной любви, окутывающей вас. С сердцем, переполненным благодарностью, смотрите в завтрашний день с надеждой и оптимизмом, уверенные в том, что вас ожидают более светлые горизонты. Если вам созвучно послание этого текста, пусть вашим утверждением будет «Аминь». Поделитесь этими вдохновляющими словами с близкими людьми, чтобы и они смогли вдохновиться этим откровением и получить благословение от постоянного присутствия Бога в их жизни. Давайте вместе распространять любовь, надежду и позитив, создавая мир, который будет процветать для всех. Пусть спокойствие и Божья благодать вечно сопровождают вас. Аминь. Прежде чем мы углубимся в наши размышления, наберите номер Псалом 23, чтобы получить стих, который гармонично сочетается с нашими размышлениями. В симфонии жизни мы настроены на божественные оркестры, которые позволяют нам получать щедрые благословения, которых мы ищем у Господа. По мере того, как разворачивается гобелен времени, пусть желания наших сердец исполняются в Его божественное время. Мы благодарны Ему за безграничную и безусловную любовь, которую Он дарует нам. Мы возлагаем на Тебя, Господи, свое непоколебимое доверие и произносим наши молитвы с сердцем, полным веры и надежды. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы произносим наше искреннее «Аминь» громкое подтверждение нашей непоколебимой веры. Радуйтесь, ибо Иисус Христос, воскресший Спаситель, излучает свой вечный свет на наши жизни. Пусть это послание найдет отклик в вашем существе и станет источником вдохновения, способствующим преображению. И если вам близка истина этих слов, поделитесь своими чувствами, написав «Я чувствую преображающую силу». Передайте эту просветляющую мудрость своим близким, приглашая их приобщиться к ее богатству. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше душевных материалов, подобных этому. Пока вы размышляете над глубокими мыслями, на вашем экране появляются два интересных видеоролика. Выбирайте любой из них и погружайтесь в его мудрость. До новых встреч, благословений вам! В этот момент размышлений пусть число Матфея 6 часов 33 минуты станет для вас путеводной звездой, освещающей ваш путь к божественному предназначению. Отголоски нашей общей веры звучат в наших сердцах, образуя гармоничную мелодию, достигающую самых небес. Эта симфония преданности приносит обильные благословения, исполняя наши нужды и желания так, как это под силу только Всевышнему. Примите уверенность в том, что ваши прошения услышаны, и по Его божественной мудрости они будут исполнены. Завершая этот священный диалог, наши души отзываются благодарностью за ваше внимательное слушание и безграничную любовь. Мы вверяем себя Твоему неусыпному попечению, Господи, со звонким «Аминь», звучащим сквозь время и пространство.
Пусть учение Иисуса Христа вечно вдохновляет вас в вашем путешествии. И когда вы приступаете к следующей главе своего дня, знайте, что вы несете в себе пламя божественного вдохновения, готовое зажечь сердце других людей. Ваши действия, подпитываемые верой, любовью и состраданием, способны преобразить мир. Пусть мир и благодать сопровождают вас на этом прекрасном пути. Аминь. Прежде чем мы расстанемся, наберите слово «Грейс», чтобы получить слово, в котором заключена суть Божьей благосклонности и божественной благосклонности. Здравствуйте, дорогие друзья, разделяющие веру и надежду. С огромной радостью мы собрались в этом священном пространстве, потому что послание, которым мы хотим поделиться, преодолевает барьеры времени и пространства. Если вы когда-либо ощущали прикосновение благодати и божественной любви, это приглашение для вас. Каждый раз, когда мы собираемся здесь, наши слова находят открытые сердца, души, жаждущие утешения и ответов. Мы становимся свидетелями слез радости, улыбок благодарности и виртуальных объятий, выходящих за пределы экранов. Такова сила сообщества, обмена опытом и, самое главное, Божьей любви. Сегодня я хочу пригласить вас стать частью этого вдохновляющего движения. С помощью опции «Спонсировать» вы можете стать ключевой опорой, поддерживающей продолжение этого духовного пути. Ваши пожертвования позволят нам охватить больше сердец, поделиться надеждой с большим количеством людей и создать атмосферу взаимной поддержки. Представьте себе, какое влияние мы можем оказать вместе. Благодаря вашей щедрости мы сможем расширить наши программы и охватить еще больше людей, ищущих утешения и наставления. Кроме того, у нас появится возможность повысить качество передач, обеспечив четкость и преданность каждому слову. Став спонсором, вы становитесь частью нашей духовной семьи. Каждый жест, каким бы маленьким он ни был, является проявлением вашей веры и любви к ближнему. Знайте, что каждая затронутая жизнь, каждая просветленная душа – это отражение вашей приверженности. И за это, от всего сердца, мы благодарим вас. Если вы чувствуете в своем сердце призыв, не медлите. Нажмите на кнопку «Спонсировать» прямо сейчас и станьте частью этого божественного путешествия. Каждый вклад ценен и будет иметь неизмеримое значение. Вместе мы продолжим нести послание любви, надежды и веры во все уголки мира. Пусть наши действия будут направлены божественным светом. Пусть наше единство укрепляется любовью, которую мы разделяем. И пусть наша миссия и впредь затрагивает жизни людей и меняет их к лучшему. Присоединяйтесь к нам. Вместе мы сильнее. Вместе мы – надежда. Подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с 5 очень близкими друзьями или с группой, которая, по вашему мнению, нуждается в этом послании. Оставьте свой лайк, активируйте колокольчик, чтобы получить Божье послание. До следующего послания. Аминь.